Салем Яцесбе. Здравствуйте. Меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы легко, быстро и эффективно запоминать слова и постепенно прийти к тому, чтобы понимать и разговаривать на казахском языке. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как бейбітшілік. Вот здесь вот 3 палочка с точечкой. Ага, бейбітшілік. Оно, вот эти буквы читаются как мягко, тонко. Не и, а бейбітшілік. Бейбітшілік означает мир с казахского языка. Я вот подобрала вам картиночку. Вот такая картинка. Мир – это согласие, это доброжелательные отношения друг с другом, это отсутствие враждебности, отсутствие войны и ощущение состояния взаимопомощи, я так думаю. И как обычно мы составляем предложение со словом бейбітшілік. Я думаю, что бейбітшілік – это очень актуальная тема для любого народа. Когда в мире вспыхивает в каком-то месте какое-то военное столкновение, я думаю, все люди сразу задумываются о том, как бы сохранить бейбітшілік. Самое, мне кажется, важное условие для процветания любого народа, любой страны – это бейбітшілік. Потому что если страна находится в состоянии какого-то конфликта, вооруженного или военного, или в состоянии войны, то невозможно вообще думать о чем-либо другом, о развитии, об экономике. Там все мысли ограничиваются только выживанием, ну, таким элементарным физическим выживанием. 9 мая мы в детстве праздновали, 1 мая мы праздновали праздник «Мир, май, труд», то есть бейбітшілік, праздник бейбітшілік. Я думаю, что основная часть людей на планете, они хотят бейбітшілік, они не хотят никаких войн, никаких столкновений и заинтересованы только в том, чтобы был бейбітшілік на планете и в их стране. Когда в семье есть бейбітшілік, у этой семьи всегда все дела идут в гору. Потому что тогда есть, когда в семье бейбітшілік, есть возможность заниматься развитием, заниматься какими-то хорошими вещами, заниматься совершенствованием семьи, улучшением семьи, а не уходит внимание на внутренние конфликты. Бейбітшілік, очень важно сохранять бейбітшілік в любой обстановке, то есть на уровне планеты, на уровне государств, на уровне семьи, на уровне компаний, на уровне родственников. Желательно сохранять бейбітшілік, потому что бейбітшілік дает нам возможность направить свои мысли, свою энергию в какое-то положительное русло и улучшать
то общество, в котором мы живем. Если бы не было бейбет-шелек, все наши мысли были бы направлены на то, чтобы просто физически выжить. То есть ни о каком совершенствовании, ни о каком улучшении в данном случае речи не может быть. Вот таким образом составляйте предложение со словом бейбет-шелек до тех пор, пока вы полностью его не запомните, и оно не сядет в ваш актив, в вашу память. Этот способ позволяет очень быстро и эффективно запомнить, раз и навсегда запомнить это слово путем составления предложений. Количество предложений может быть достаточно много. Вот в моем случае, но это только в моем случае, это может быть и 40, и 50, и даже больше предложений для того, чтобы вот действительно запомнить это слово. Для чего это нужно? Если вы не до конца запомните это слово, любое слово, которое вы запоминаете с помощью этого способа, то вам придется в будущем снова возвращаться и снова терять свое время. Плюс у вас создастся такое ощущение, мнение, что невозможно как-то запомнить слова, невозможно добиться каких-то успехов, невозможно получить какие-то конкретные весомые результаты в изучении и запоминании казахского языка. Именно поэтому, пожалуйста, не ленитесь, составляйте достаточное количество предложений. Вы прям почувствуете, когда это слово станет вашим. Поэтому спасибо большое за то, что вы смотрите меня, мои видео, ставите мне лайки, подписывайтесь на мой канал, делайте репосты. Это очень-очень важно для меня и для работы моего канала. Сау болыңыз. До свидания.